Ситуация вокруг экс-главы ГКНБ Камчибека Ташиева действительно напоминает финал высокобюджетного сериала, где зрители никак не могут решить, перед ними трагический герой, освободивший страну от драконов, или персонаж, который просто решил сменить одних драконов на более семейных. Но для фанатов удобнее верить в святость своего генерала, который, по их словам, единолично сразил бандитов и расхитителей народного достояния, и самое главное, поставил точку в приграничном вопросе. А вот вам иной взгляд на текущую ситуацию, приправленную здоровой порцией иронии. Фильмы Netflix отдыхают. Вор в законе Кальбаев пал, Раим Миллион покаялся несколько раз, а коррупционеры выстраиваются в очередь. Главный герой, Камчибек Ташиев, за последние годы примерил на себя столько образов, от народного заступника до бескомпромиссного терминатора. Ему позавидовал бы любой голливудский актер. Но сегодня в политическом театре Кыргызстана наступил момент, когда декорации начали рушиться под тяжестью собственных спецэффектов. Самое сложное в этой генеральной уборке, или лучше будет в генеральской уборке, не переборщить и не выйти на самого себя. Сторонники генерала в восторге от того, как коррупционеры прошли бодрый обряд кустуризации. Однако злые языки в соцсетях почему-то не могут оценить эстетику процесса. Оказывается, бороться с коррупцией гораздо приятнее, когда ты знаешь, что тылы прикрыты. Пока одни чиновники судорожно вспоминали, где спрятали заначки, компании, связанные с сыном главного борца, подозрительно часто оказывались самыми талантливыми и удачливыми в госзакупках. Камчибек Ташиев и сам признавался, что в 2021 году фирма его сына Теймураса принимала участие в нескольких тендерах, якобы по просьбе местных органов власти. И по результатам тех конкурсов его сын смог заработать в сумме чуть более 30 тысяч сомов. 30 тысяч сомов. Вы не шутите? Да и в последующие годы различные компании, принадлежащие Теймурасу, продолжали с завидным постоянством побеждать в тендерах. Декларация родного брата Шаирбека Ташиева на 12 миллиардов сомов – это вообще отдельный вид искусства. Это не просто цифра, это манифест веры в кыргызскую мечту. Оказывается, можно быть просто родственником правильного человека и обладать капиталом, сопоставимым с бюджетом небольшого города. Что это? Магия? Не думаем. Тогда откуда такие доходы? Хотя Шаирбек Ташиев с 16 по 20 годы являлся депутатом Горкинеша тогдашнего Джалалабада, и именно в тот период компания, принадлежащая семье Ташиевых, Томас и выигрывала тендеры. Зачем проводить скучные конкурсы на госслужбу, если есть проверенные временем гены? Возглавить дочернюю компанию Кыргызнефтегаза – задача не для каждого, но племянник Камчибека Ташиева, Байгаза Матисаков, внезапно оказался тем самым атлантом, который расправил плечи над нефтяными вышками. Как говорится, в хорошей семье и мазут слаще. Журналисты Темиров Лайв обнаружили удивительную магию рыночных отношений. Схемы просты. Завод производит мазут, это хлопотное, государственное дело. Посредник – скромная компания, которая, по чистому совпадению, имеет контакты с нужными людьми. Мазут покупается у завода по одной цене, а улетает на экспорт совсем по другой. В результате миллионы сомов оседают в карманах посредника. Это не коррупция, это просто очень эффективный менеджмент на завтраках у бабушки. В марте 2025 года издание «Клоп» опубликовало расследование о передаче прав на месторождение Насоновское. И по данным журналистов, лицензия на разработку золотого рудника перешла к близкому другу Камчибека Ташиева. При этом утверждалось, что предыдущий владелец, партнер криминального авторитета Камчи Кальбаева, передал активы, находясь в СИЗО ГКНБ. Новость о задержании главы управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного в узких кругах как Иду, навела немало шороху.
Когда человека из самого близкого окружения 02 выводят под белые рученьки, это всегда интересно. Персона Эду довольно интересная и, главное, загадочная. Ходят слухи, что он в свое время построил даже мечеть в Нарынской области. Вопрос, терзающий умы нашей интеллигенции и нарынчан, откуда средства на целую мечеть? Но у Эду, видимо, какой-то особенный тайм-менеджмент и финансовый гений. Возможно, мечеть выросла сама из чувства глубокого патриотизма. Традиционный аргумент – помогли добрые люди. Но когда добрые люди помогают именно главе столичного ГКНБ, это обычно называется не благотворительностью, а долгосрочными инвестициями в собственную неприкосновенность. Построить мечеть на зарплату силовика – это, конечно, подвиг, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса или в материалы уголовного дела. Кто знает, может, именно такие случаи Садыр Жапаров и имел в виду, предупредив, что любые факты злоупотреблений со стороны сотрудников ГКНБ будут тщательно расследованы. И это заявление стало ответом на сообщение в соцсетях о том, что некоторые сотрудники спецслужб могли использовать имя руководства для личных интересов. К слову, дома у Эльдара Жакыпбекова обнаружен бронированный автомобиль «Булат», некогда принадлежавший Камчи Кальбаеву. А что? Конфискованное имущество не должно было уйти в доход государства. Но ведь государство – понятие растяжимое. Видимо, Эльдар Жакыпбеков просто решил, что его гараж – это такой уютный филиал фонда госимущества. Очень ответственный подход. Техника не пылится на штрафстоянке, а находится под присмотром, в тепле и с полным баком. Если верить сторонникам Камчибека Ташиева, до его прихода Кыргызстан представлял собой один большой воровской притон, где даже голуби платили в общак. Его фанаты рисуют портрет одинокого героя, который лично заходит в волчье логово и разгоняет всех одним суровым взглядом. Это удобно, это кинематографично, и это полная политическая иллюзия. Верить в то, что глава спецслужб может по собственной инициативе объявить войну королю преступного мира, это все равно, что верить, будто дирижер может играть симфонию без оркестра, и самое главное, без разрешения директора филармонии. Нужно понимать ироничную деталь. Если бы у Садыра Жапарова дрогнула рука или проснулось бы желание договориться по-старому, все отчеты ГКНБ превратились бы в пыль. Приписывать решение вопроса границ единолично Ташиеву – это примерно то же самое, что считать, будто самолет летит только потому, что стюардесса очень вежливо разносит напитки. Но в политической реальности любой страны, Кыргызстан не исключение, такие вопросы решаются на уровне первых. Без личных рукопожатий Садыра Жапарова все эти поездки остались бы просто увлекательным туризмом, а важные документы на уровне черновиков. Это уже как заставка на старом Windows, все уже выучили наизусть. Видимо, за довольно долгий путь в политике генерал изучил все азы этого дела. Это еще раз доказывает, что политика — это искусство казаться, а не быть. Помните, в 2019 году в соцсетях бурно обсуждали случай, когда Камчибек Ташиев, направляясь в родное село Барпы, начал тушить возгорание сухотравья, якобы не дожидаясь прибытия пожарных. Тут и навыки спасателя пригодились. Не зря же с 2007 по 2009 годы он занимал пост министра ЧС. Критики тогда задали резонный вопрос: а какова вероятность, что в багажнике высокопоставленного чиновника, помимо запасного колеса, всегда лежит набор для экстренного слияния с народом? Этакий стиль рваный шик. Если вы едете в Барпы, вы обязаны иметь комплект одежды, который выглядит так, будто вы только что отбились от стаи волков или, как минимум, вручную перепахали гектар. О чем это мы? Ситуация, когда один человек присваивает себе плоды общих усилий, это не есть хорошо. Если в обычных реалиях это лишь разрушает динамику и мотивацию одной команды, то в нынешней ситуации может привести к расколу в обществе. По сути, Камчибек Ташиев уходит красиво, под звон тендеров, шелест братских миллиардов и аплодисменты тех, кто верит, что границы рисуются в одиночку. Это был яркий период, когда грань между государственной службой и семейным бизнесом стала настолько тонкой, что ее перестали замечать даже самые мощные микроскопы ГКНБ.